Я очень надеюсь, что у тебя не включен автоматический запуск стрима. Зайди в творческую Вот студию он пишет теперь. лайв. Да, он обычно, знаешь, как делает? Он лайв пишет, а у нас уже идет трансляция. У нас уже Стоп, идет стоп. трансляция. Нормально. Можно оставить. То есть давай подождем как раз, пока люди Ну начнут давай, заходить. Потом можно будет. послушаем. Обычно там, знаешь, как можно настройку включить, что во время получения потока, чтобы он сразу же запускал стрим. Угу. Видимо, у тебя эта функция включена. Видимо. Да, желательно это включить. Нам уже поставили 1 лайк. Ты что, мы раньше времени начали, уже лайки пошли. Это самый искушенный. Тогда Ну что, что, вроде получается все стримится, все нормально? Алхамдулилlah? по идее, да, сейчас я проверю тоже. Сейчас проверю. Да, слышу свой отвратительный голос. Да, все идет. Значит, все нормально. Все идет. Так, подождем еще 3 минуты. А где, И кстати, в можно чат будет. то, что пишет, вот здесь? Я все вижу. Чат, подожди-ка. Я вижу вот справа Да, что-то. да, 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 да. Должно быть там. Сейчас постепенно все подключатся. Я тоже сейчас приду ровно 38 секунд. Так, я тут. Руслан пишет: ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Повестите нас. Как? Когда мы начнем, да, наверное, имеет в виду? Повестите нас, да. Ну, мы в 6 планируем, в принципе, какие. Да, мы чуть-чуть, вот прям чуточку раньше времени начали, но это ничего страшного, мы сейчас подождем, пока все остальные подключатся. И я начнут. Эту чат же можно будет вырезать из записи, да? Или это тяжело будет? А зачем? Ну, чтобы Смотри, люди по идее, шарится весь экран. Ты можешь как бы... Не, я имею в виду, что 5 минут не слушали. Да. Там можно. Это не проблема. Ты там все подготовил? Да, у меня, в принципе, здесь... Ну, как это подготовил? Я планирую на ходу, чтобы было видно, как это вообще с нуля. Где-то могу там тупить, ну, это нормально. Все мы тупим в работе. Поэтому, если что, у нас есть чат GPT на случай, если мы будем тупить. Капец, я уже, знаешь, это как для меня уже наркотик. Я уже не могу без чата GPT. То есть Ну, я когда сажусь, сразу же, типа, какой-то там... Мне уже лень бывает там что-то писать. Уже представь, насколько мозг ленится, что я не хочу писать этот код и просто говорю искусственному интеллекту написать его. Да, мне тоже надо написать воркера, который там дергает 2 ручки, а сначала одну из нее там получает айдишники, посылает потом. Я тоже такой, давай чат GPT. Твое время. Знаешь, какая фишка? У тебя что за редактор? У Голланд. тебя... Ну, это JetBrains-ский. Там, по-моему, не знаю, если JetBrains в варианте, там есть код не Copilot, а есть Codeium. Бесплатный, в отличие от код Copilot. И типа пишешь код, и он тебе сразу же прям... Прикольно, да, посмотреть. Хороший вариант, да? Так, ассаламу алейкум, пишет Ибрахима. Валейкум ассалам. Алейкум салям, баракату. Кстати, напишите, слышно ли, во-первых, во-вторых, вот я там код шарил немного, насколько, вот допустим сейчас шарю, насколько видно там, командную строку, сам код, я там постарался шрифт увеличить, чтобы видно было нормально. Ну и звук, конечно, качество звука. Все четко, ох, Элис.
Вот чуть-чуть. тогда можно начинать потихоньку, не будем сильно задерживать людей. Бисмилля, альхамдулилlah, вассаляту вассаляму аля расулилля, ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух, Маснян. О чем наш сегодняшний эфир? Попишем тесты на Go. В принципе, будем так довольно-таки примитивные больше, сильно углубляться не будем там в какие-то интеграционные тесты и так далее. Просто попишем юнит-тесты, во-первых, для простой функции, у которой нет внешних каких-то вызовов. Она сама там что-то делает и возвращает результат. А во-вторых, напишем еще для там метода какого-нибудь, у которого уже есть внешние зависимости, вызовы, и помог им тоже, в том числе, эти зависимости. Значит так, теперь простым людям, которые, как и я, не разбираются, мы сейчас что будем? Автотесты. То есть у нас будут тесты, которые будут... Тестировать наш код. То есть пишем код, который проверяет, что наш код работает. Да, это зачем нужно делать? Чтобы, когда мы его изменим, чтобы мы сразу же отловили ошибку, если вдруг он... Ну, грубо говоря, мы говорим, что вот наш код на данный момент... Там, а если что мы не видим? Видим, это походу я не вижу. Я же еще в телемосту сижу. А я ничего особо и не показывал, на самом деле. Я пока только рассказываю. То есть вот у нас есть, допустим, функция, вот мы ее будем тестировать, формат duration. То есть она форматирует какое-то время. Она получает на вход, сколько там длится книга в минутах, и в ответ возвращает... Мы, кстати, на прошлом этом эфире ее писали, я сейчас вспомнил. На прошлом эфире мы писали эту функцию, она получает, сколько длится в секундах книга, ее длительность, и в ответ возвращает в каком-то формате, удобном для человека, там, типа сколько она часов длится, сколько минут и сколько секунд из входных параметров секунд. Нам нужно написать тест, который проверяет, что там, при разных секундах переданных, что она возвращает там, ожидаемый результат. Мы будем прописывать, какой именно ожидаемый. Зачем это нужно? Чтобы в следующий раз, когда мы такие зашли, или мы, или там другой разработчик, он такой, а почему здесь second, давай здесь тоже минус. Ну, такой он решил поменять код. И вот у него уже упадут тесты, и ему скажут, что нет, на последний момент, когда мы писали тесты для этой функции, мы рассчитывали, что она будет возвращать 10 seconds. Ну, там формат меняется. И вот он уже поймет, что здесь нельзя просто взять и поменять. И либо он такой поймет, что тесты устарели, их надо переделать, либо он поймет, что у него здесь неправильное поведение и не будет это менять. То есть таким образом, если бы у нас не было тестов, а человек здесь просто написал минус, людям уже неправильный формат времени книги приходил бы и была бы ошибка. Короче говоря, автотесты нужны для более раннего нахождения багов, чтобы они не доходили до людей. А баги — это ошибки. Красиво. Так что, Хаваш, смотрите эфир и учите. И вы будете знать, что такое тест. Так, теперь по поводу наших тестов. Вот как я говорил, начнем с простой функции. Вообще даже есть подход такой, когда тесты пишут до кода. Test-driven, TDD, Test-driven Development. То есть разработка, исходя из тестов. Ты сначала пишешь тесты, что тебе нужна функция format duration, которая примет там 60 секунд и ответит, что там 0 часов, 1 минута и 0 секунд. И потом уже пишет эту функцию. Но у нас не такой подход, поэтому мы уже написали функцию на прошлом эфире, и сейчас будем писать тесты. Обычно такая практика не применяется, по крайней мере. Вот я не встречал тоже, но хотя ее очень хвалят, в книгах ее прям расписывают. Ты знаешь, это что-то из ряда чистого кода. Да. Он есть, но и пока его никто не знает, где он. Да, это правда. Короче, такая теория на практике ломающаяся. Короче, по поводу Go. В Go есть очень удобный генератор шаблона тестов. Он есть в Golang, и я думаю, он есть в любом редакторе на самом деле. Я не думаю, что он ограничен именно этим редактором. Это редактор от JetBrains Golang, D на конце. Вот, поэтому здесь мы просто выделяем функцию, нажимаем Generate. Мы, конечно, могли бы создать файл там сами, и там сделать какой-то шаблон, но мы люди ленивые, поэтому говорим, сгенерируй нам тесты для этой функции. И вот он тесты не генерирует, но он генерирует шаблон для этих тестов. То есть что произошло? Вот слева мы видим, создался файл сервис. Вот у нас назывался сам файл сервис, а создался такой же файл, только к его имени добавился /тест.
Прикольно. Это заданный формат тестовых файлов для этого языка Go. То есть он распознает, когда мы будем запускать их, он будет искать файлы с таким окончанием, слэш-тест. Вот. И тут даже вот редактор его схлопывает в этот файл, что если ты не хочешь там тесты видеть у себя, тебе в общем случае это не нужно. Вот он тебя даже схлопывает его в этот файл, объединяет их как бы. Ну, по сути, это два разных файла. Так, вот он, и это тоже заданный формат языка, как надо писать тесты, что там должно начинаться со слова тест большого, потом через слэш. Это все позволяет, вот такая унификация позволяет удобно делать инструменты, что язык уже может такие файлы распознавать и правильно их читать, что он будет видеть, что здесь, если начинается на тест, он поймет, что это тест и сможет к нему относиться как к тестовому файлу. Вот. Теперь, что мы здесь видим? В Go, я не знаю, есть ли это в других языках, но в Go это очень распространено, так называемые табличные тесты. В чем их смысл? Что есть какое-то общее поведение, вот тест run, то есть и там в данном случае общее поведение это наша функция, формат duration. Ты ее каждый в цикле будет вызывать, ну, наш запускатор тестов, скажем так. А тут мы уже просто описываем входные параметры для каждой итерации и выходные параметры. То есть, грубо говоря, как мы будем тестировать формат наш duration. Мы будем говорить, что для начала там успешное выполнение. Это первый наш кейс. Первый кейс нашего теста. Успешное выполнение. Не. Вот. Это имя он передаст, точнее имя такое для этого сценария он задаст. Потом D это duration, то, что наша функция принимает. То есть на этом круге, на первом круге наш duration будет 60 секунд, как мы говорили. И что мы хотим в ответ увидеть? То есть want. Want это то, что мы хотим получить от функции. Ее как бы выходные. Хамаш, насколько понятно еще? Да. Если я перескакиваю, ты говори, просто не на уровне. Нет, все нормально, слышно. Ну ты понял, на уровне, ну ты понял, могу объяснять, поэтому меня лучше тормозить. В принципе, понял. Просто я сейчас сравниваю это с, скажем, моим языком, JavaScript. И в Не целом... знал, что у тебя есть язык. М? Не знал, что у тебя есть язык Яра. И в целом понятно. То есть want, типа у нас это expect, Да, ожидается. это expect, да. Да, а D что такое? D это duration, это ну, duration, наверное, напишем. Это то, что принимает функция, аргумент функции. Погоди, я ничего не понял. D это получается то, что сам тест будет получать, или твоя функция? Вот, ну вообще функция принимает, как бы, да, ладно, давай переименуем. Буквы. Duration. Все, понял. Вот теперь понял. Функция принимает D, но в данном случае это, да, это поле объекта, грубо говоря, если говорить на языке JavaScript, это есть какой-то объект, у которого там есть имя, есть объект теста. То есть на каждом, чтобы прогнать один раз тест, нам нужно название этого теста. Нужно длительность книги, потому что у нас функция принимает ее, и нужен итоговый результат, expect, который мы хотим получить. И вот мы тут будем в массив как бы передавать разные объекты для разных тестов. То есть вот мы говорим, что первый наш тест это успешное выполнение будет называться, что мы тут хотим передать функцию 60 секунд, и что мы хотим увидеть? Мы хотим увидеть примерно вот так вот, что у нас книга длится 0 часов, 1 минуту и 0 секунд. То есть смотри, теперь я. Если я правильно понимаю, name это значит, что за тест выполняется и выполняется. Duration это значит, что ты передаешь внутрь самой функции. Да. А want это значит ожидаемый результат, который ты хочешь получить от этой функции. Но у меня возникает один вопрос. Как тест понимает, что ты именно duration передаешь как аргумент в эту функцию, а не want или name? Вот у нас, грубо говоря, вот эти все тесты, которые мы пишем, объекты, передаются вот сюда в массив, и дальше он по ним идет и получает каждый,
и говорит, запусти тест с Вот, теперь таким-то понял. именем, вызови функцию формат, передай туда duration из этого поля, получи Мгм. какой-то результат, и если результат не равен тому, что мы клали в want, тогда кинь ошибку. Прикольно, прикольно. Я теперь понял. Это просто Да. Golang немножко такой, знаешь, немного непонятно местами. Хотя, в принципе, вот Непривычно, я сейчас бы сказал. поизучать его, он похож местами на Python. Даже где-то, по крайней мере, сейчас вижу на 17-й строчке, вроде бы в питоне тоже. Ну, это же все. Range. Ну, range, возможно, там есть какой-то в питоне. Но range это, грубо говоря, пройдись по всему массиву. Мгм. По всему, ну, слайсу называется массиву, неважно. Вот. Вот это все нам сгенерилось сразу же. По сути, мы это могли сами написать, но зачем, если мы можем нажать кнопку, это сгенерится, и в принципе в хорошем формате, что он вызовет функцию, получит ее результат, сравнит с тем, что мы написали в want, и если они не равны, то он напишет ошибку. Смотри, это такой вопрос. То есть ты, получается, обычно я, знаешь, как делаю, когда тесты пишу на каждое поведение, у меня отдельный тест. То есть у меня как Вот. бы есть describe группа, Да. а потом есть отдельный типа юнит, который проверяет каждое Да. поведение. А ты сделал это в виде массива. Вот, да, это и есть табличные тесты, про которые я упоминал. То есть вот у нас Понял. таблицы, грубо говоря, таблицы, и у нее разные строки, скажем так. Это разные кейсы. И они все, то есть это намного удобнее, чем вот мне каждый писать там expect в отдельных функциях под каждый. А я тут просто вот так вот декларативно, это, по-моему, называется, опишу сколько-то сценариев, опишу входные, выходные и все. А вот этот общий код мне не надо менять, он сам выполняется и как бы кидает ошибку, если неправильно. Ну да, Это называется тоже вот прикольно. они их называют табличными На самом функциями. деле, интересный подход. Да, вот он для юнит-теста прям очень удобно, потому что любой человек зайдет, ему даже не надо код писать, чтобы очередной тест завести на эту функцию. Он просто так вот скопирует, изменит название, входные и выходные параметры и все. Вот у него уже новый тест. Так, вот и пока попробуем запустить вот этот наш тест, успешное выполнение, может быть неправильно. Вообще этот тест запускается через, что тут происходит, go-test в командной строке, можно там вот типа иди по всем там директориям, ищи тесты и запускай их. Он их не нашел, не знаю почему, но ладно, не будем разбираться, можно вот здесь просто в редакторе нажать run test и запустить. Странно, что не нашел на самом деле. Source, GitLab, репортер. Ну ладно. Сейчас они вот компилятся и сейчас запустятся. Вот наш тест запустился, успешное выполнение, pass, то есть этот тест прошел успешно. Если мы теперь пойдем в нашу функцию и такие случайно, чисто там, пока мы отвлеклись, ребенок такой подошел и удалил такой отсюда какой-нибудь символ. Это, типа, случай у тебя. Да. Короче, теперь у нас не это. Что надо подчеркивать? Чуть немного лагает, но вот. Типа вот теперь у нас мы изменили функции, что только минуты и секунды возвращаются, а часы не возвращаются, кстати. Что мы при деплое приложения, при запуске, скажем так, сейчас, если не будет работать, нет. Мы такие запустим тесты. А у тебя на 302 строчке еще. Да, то я уже поправил, он сейчас просто не понял, что я поправил. Сейчас. Видишь, а в нашем JavaScript бы вот этих твоих подсветок, ошибок, этого не было, понимаешь? Это все типизация. Вот, мы написали тест, и мы что видим, что ожидалось, мы хотели вот так вот получить, 0, видно, да, снизу, курсор. Мы хотели получить часы, минуты и секунды, а получили минуты и секунды. То есть, и мы сразу же поняли, что у нас что-то сломалось, что мы что-то изменили в функции, то, что мы не хотели менять. Как бы плюс тестов, я думаю. Кому-то очевидно, кому-то может нет. Поэтому, что мы еще можем проверить? Ну, это на самом деле такая примитивная функция, здесь особо-то ничего не попроверяешь. Можно еще там пару кейсов добавить. Там не 60 секунд, допустим.
Ну, обычно я, знаешь, как делаю? Я делаю два поведения. Одно поведение я делаю, когда я ничего не ожидаю, чтобы функцию условно там, ну, если мне это необходимо, конечно. Второе поведение — это успешный, Мгм. то есть именно то, что я ожидаю от функции на самом деле. А третье — то, что я не ожидаю. То есть я как бы говорю, что я вот передам вот это вот и надеюсь, что там вот такого результата не будет. И он как бы Ошибку. подтверждает. Ну, условно там Да. что-то такое. Но здесь как бы здесь функция такая. Вот когда мы сейчас перейдем на другую дело, иншалла, где там будут моки, там уже можно будет разные пописать, там побольше сценариев. А здесь я специально взял такую для начала минимальную функцию, чтобы совсем там. То есть здесь вот нулевая длительность можем проверить, что если 0, то нам по нулям возвращается. Ну и можем Мгм. какую-нибудь там совсем большую длительность. Сколько там секунд? Тут 5000. сидят 9 человек, тут вообще тестировщики есть, которые тесты пишут, я не знаю, там юнит-тесты, Представьте ведущего автотесты. у Малатова Гордана. Я ведущий. У Да, меня я вообще ведущий. такая есть теория, что, хотя, опять же, не уверен, но как будто тестировщики ленятся писать код для тестов. То есть как бы вручную тестируют, а когда, по крайней мере, исходя из моего опыта сразу же с работы с тестировщиками, я им говорю, типа, может, вы автотесты будете писать? Они такие, ну, я посмотрю, я подумаю. Мне кажется, они боятся больше, те, кто не пишет, что это что-то сложно. Типа мы вот от кода сюда прибежали в тестирование, а ты нам говоришь код писать. Что это прервался? Я говорю, может, они боятся, они думают, наверное, что мы от кода перешли в тестирование, Ну а да, ты да, да, убежали, да, а ты нам... возможно. Но опять же, это же тебя только делает круче, то есть более востребованнее это тебя делает. Но Почему я думаю, бы хорошие тестировщики обязательно к этому приходят. Вряд ли можно там долго сидеть и чисто вручную тестировать. Мгм. Это же такая не высокоумственная работа, поэтому это и заменить будет легче их в будущем. Короче, там сплошные проблемы. Да, надо обязательно. Вот я поэтому и говорю, что этот эфир будет, иншаллах, полезнее тестировщикам, чтобы они увидели, что на Go писать тесты несложно. Может, взяли какой-то проект, пописали тест и все себе в резюме добавили, что мы умеем писать хотя бы там юнит-тесты на Go. А если там пойти чуть дальше, интеграционные, там E2E, end-to-end тесты, они тоже пишутся не сильно тяжело. А Тоже. если теоретически, вот немножечко отходя от темы, опять вот обсуждая эту хайповую тему с нейросетями, Мгм. теоретически же возможно, что а, искусственный интеллект как бы может эту работу выполнять сам. Да. То Ну, то есть есть мы сам могли сейчас генерировать. закинуть, он даже может писать автотесты сам Да, частично. то есть сами сгенерировать, проверить все сценарии и сам их как бы... Ну, вполне я ему Чё? сейчас закину, если вот эту функцию он мне, я думаю, напишет. Мгм. Но не будем расстраивать людей. Большая беда. Так, 3600 миллисекунд, это где-то, по-моему, час. И если мы туда добавим еще 65 секунд, мне кажется, это будет вот так 0,1, 0,1 и 0,5, по-моему, должно вернуться. По-моему, да. И вот мы можем все тесты просто запустить и проверить, что у нас все работает правильно. Вот все работает правильно, да, что мы при такой duration получаем такой формат и такой ответ. При нулевой получаем нулевой, и при 60 получаем минуту. То есть, как я и говорил ранее, таким образом мы себя Блин, быстро запустились. бронируем на то, что они там даже вон выполнялись 0,0. Он тут сразу пишет, сколько они выполнялись. Капец. Там, Погоди, а помнишь, у тебя был момент, когда они компилировались? да. И они немножко долго запускались. Это почему? Но вот у меня, мне кажется, что-то в последнее время подлагивает. М, Так нет. Блин, это очень быстро. Так быстренько, да. Так, вот, короче, и как я сказал, да, себя мы таким образом страхуем на случай непредвиденных изменений, которые там здесь там минуту написали, и вот у нас все тесты сломались, и мы увидели, что мы что-то не то получаем. Вот.
То есть он хотел получить час 01:05, получил час 60 минут 5 секунд. Уже понятно, что что-то не то. Хотя вот при других случаях, при нулевой и при обычном он нормально выполнил все. Благодаря тому, что мы рассмотрели несколько кейсов, мы нашли ошибку на третьем кейсе только. Это тоже говорит о том, что надо рассматривать разные кейсы и стараться покрыть. Кстати говоря, в Golang еще есть, я сейчас до этого не дойду, но ты можешь запустить Go-тест и сразу же посмотреть покрытие, то есть процент, сколько у тебя кода покрыто из запускаемого, и даже увидеть, какие участки кода у тебя не покрыты. То есть в процессе тестов, какие участки кода у тебя не выполнялись. Ну, это, по-моему, во всех, если не ошибаюсь, таких популярных технологиях для тестирования есть. Обычно, мне кажется, да, это именно технологии для тестирования, то есть дополнительные библиотеки, которые кто-то писал, а тут это все из коробки. Тут это все официальные, скажем так, средства, официальные вещи, инструменты. Так, предлагаю, да, двигаться дальше, не затягивая. Так, рассмотрим какой-нибудь такой метод. Get, можно reasonbook сейчас что-нибудь попроще тоже, чтобы не заморачиваться. Вот, можно get all books. Хотя нет, я там подбирал какой-то метод поинтереснее. Да, вот этот, get last book. А на работе это частая практика писать тесты? Да, у юнит-тесты прям очень часто пишутся. И в принципе там посерьезнее тесты тоже. Сейчас, это зависит от того, есть ли в команде тестировщик. Если нет, то совсем беда приходится самому. Если есть, ты пытаешься на него эту часть смахнуть, потому что хочешь быстрее. Но юнит все-таки лучше самому писать, чтобы хотя бы сразу же проверить свой код. Тестировщик все-таки пока дойдет до него, пока напишет тесты, тоже как бы время. А лучше, если сразу напишешь хотя бы юниты, что вот это твоя логика внутри функции, что она у тебя работает так, как ты ожидаешь. Так. Book progress. Нет, ладно. Валикум ассалам баракату. Вот можем вот эту функцию. Вот есть функция calculate book progress. Что она делает? Контекст не будем рассматривать, что она получает, это не важно, там системный, скажем так, аргумент. Получает айдишник книги, получает айдишник юзера, идет, смотрит, сколько этот юзер закончил уроков по этой книге и считает, и сколько всего уроков в этой книге. И смотрит, грубо говоря, прогресс по этой книге. То есть, если там 10, его 100 уроков, он прошел 60, то прогресс, естественно, будет сколько там, 60%. А если немножечко отходя от темы, можно ли рассказать нам, что это за приложение разрабатывается? Потому что, возможно, кто-то из ребят... Да, я, в принципе, рад про это рассказывать. Сейчас даже покажу. Это приложение с исламскими аудиокнигами. Тут есть немного дизайна. Короче, что мы будем делать? Мы сейчас будем писать тест для вот этой иконки, скажем так. Ну, не для иконки, для данных, которые возвращаются для этой иконки. Чтобы... Красиво. То есть у нас есть уроки, вот по книге, жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что человек вот прошел сколько-то там уроков, и нам нужно ему показать прогресс, что он там прошел уже 60%. Считаем только пройденные уроки. Если он там поначинал 10 уроков, то мы не считаем, смотрим те, которые он до конца дошел, прослушал там последние минуты, и тогда уже считаем, что он пройден. Вот. Смотрим, сколько всего уроков в этой книге, смотрим, сколько у него отмечены пройденными в базе, и считаем вот этот вот прогресс по книге. Вот это как раз функция Calculate Book Progress. Мы в саму базу тестировать, естественно, не будем, как я и говорил, мы будем писать моки. Что такое моки? Это заглушки. То есть мы будем говорить, что, допустим, нам вот эта функция, вот этот метод вернул, что там у книги 10 уроков, и пройдено 6 уроков. И тогда нам эта функция должна вернуть 60%. Вот. Казалось бы, примитивно, типа, что нам проверять, вот это одно деление, что ли? Но нет, мы еще и проверяем, что это
что он правильный метод вызывает, что он именно идет в базу за получением завершенных уроков, что здесь не какой-то там другой метод вызывается. Ну и плюс это довольно-таки тоже функция такая, здесь всего 2 действия. Если там дальше идти вот в эти, здесь уже может быть посложнее. Ну и мы сейчас посмотрим по кейсам. Здесь еще ошибки, как мы видим, могут вернуться. Здесь может быть завершено, допустим, уроков больше, чем всего уроков в книге. Такие сценарии, в принципе, тоже можно рассмотреть. Но здесь мы тоже делаем generate, test for function. И вот у нас под нашими теми тестами, чтобы зеленым горело, тоже прогоним еще раз. Красным горит, потому что мы в прошлый раз изменили, но неправильно и прогнали. Теперь нормально. Короче, вот. Вот у нас сгенерился для нашей, под тем же прям этим, потому что тот же файл, тот же сервис, и поэтому он в том же тестовом файле создал. Что он у нас создал тут? Создал тот же шаблон, похоже, но тут он уже вызывает наш метод, который мы хотим протестировать. И аргументов тут побольше. Здесь мы немного подредактируем то, что он сгенерил, то, что нам не нужно. Так. Ну и вот тут начинается тема с моками, в которой мы сейчас немного посидим. Ой, что я делаю? Зачем нам нужны моки? У нас наш метод — это часть какой-то структуры. Вот наш метод, ну, грубо говоря, это объект. Вот есть объект сервис, и у него есть какой-то метод. Ты, я думаю, знаешь, что такое метод? Не, просто когда я говорю структура, может быть непонятно. Это ты в JavaScript, что у вас там? Да, что вы там используете? Не, когда я говорю структура, это значит объект. Ну, я как понял, у вас как в PHP, то есть если у вас условно там в PHP квадратными скобками описывается структура, она как бы может быть и объектом, может быть и массивом, состоящим из объектов. А тут, как я понимаю, есть структура, тут есть и массив. Тут есть отдельная структура, это как бы объект, а есть массив. Есть там, в данном случае в тесте у нас вообще массив структур. И мы по каждой прогоняемся. Вот. И нам нужно создать, грубо говоря, этот объект, у которого мы будем вызывать этот метод. И вот он в этом объекте, S это самое, как this в JavaScript. То есть он говорит, эта структура, методом которой я являюсь, возьми у нее там репозиторий, это, грубо говоря, база данных уроков, и дерни у него метод countBook completed lessons. Теперь нам нужен какой-то имитатор вот этой базы, вот этого lesson репозитория. Потому что lesson репозиторий это по сути у нас здесь просто описан как зависимость. Мы говорим, что нашему сервису нужен какой-то репозиторий, у которого будут такие-то методы. А что эти методы внутри делают, это заглушка, это мок или это реальный метод, нам как бы не важно. Потому что наш сервис дело простое. Вызови этот метод, получи от него завершенные уроки, всего уроков и дальше с ними что-то сделай. Что-то внутри нас особо не волнует. Поэтому мы сделаем мок, то есть сделаем имитатор этого репозитория, которому мы будем сами диктовать, что он должен вернуть в каждом из кейсов. Так, для этого нам понадобится библиотека, по-моему, Mockgen называется. Я ее даже открывал. Алейкум ассалам баракату. Так, вот мы себе добавим в проект Mockgen. Это дополнительная библиотека, это не стандартная, но она очень удобная для генерации моков. Я вот не знаю, насколько людям понятно, что такое моки, и насколько надо в это углубляться. Там вопросов нету, да?
Да, очень много вопросов, прям все, особенно на мой вопрос, все ответили. Там, Что-то я там вообще не вижу вопроса. не, в голосом когда задавал, кто А, на чем пишет. Люди, по-моему, прям очень внимательно тебя слушают больше. Не хороший, хотят тратить время на чат. хорошая мысль. Мне нравится. Так, я не очень помню, как там писать. Ща. А у меня вопрос есть. Да. Если можно задать, я могу потом задать. Не, можно давать. Смотри, ты говоришь моки на вот эти вот методы. И ты пишешь мок на то, что он вернет, там, неважно, что там, 1, 2, 3, например, да? Да. А что если... То есть смотри, получается, ну для остальных тоже, чтобы было понятно, получается, есть какой-то метод, который имитирует то, что имитировал, ну, делал бы реально база данных. Да. Но ты делаешь определенный метод, функцию какую-то, назовем ее так даже, которая потенциально, ну, как бы вернет то, что могло бы вернуть Да. базу данных, чтобы лишний раз не мусорить саму базу данных. Да. Ага. Соответственно, получается, ты прям близко к тому, что вернет бэкэнд и возвращает результат, или примерно какой-то такой, знаешь? Полностью формат полностью то же самое. Не может вот этот метод вернуть что-либо, кроме int и error, то есть два числа и ошибку. Потому что я ему заранее задал такой контракт. Я ему сказал, что мне в сервисе таком-то нужен репозиторий lesson, у которого будут методы, и в данном случае метод count completed, book completed lessons, который мне будет возвращать два числа и ошибку. И я не готов, это, ну, как бы, это, опять же, плюс типизированного языка, что он мне не может вернуть, допустим, строку. Если я там создам метод, который мне возвращает строку и попытаюсь его вместо этого пихнуть, он мне не даст, он мне просто, программа не соберется. То есть ты говоришь, типа, я тебе продам вот это, вот это, вот это вот, и ты мне вернешь вот это, вот это, вот это вот. Да. То есть, что-то, я даже говорю, что мне нужен такой метод. Когда вы меня будете создавать, передайте мне какой-то репозиторий, у которого будут вот такие три метода. Ну и один из них такой. И мне не смогут передать другое. То есть это такая страховка. Ты говоришь, что я не готов принимать ничего другого. Если вы хотите, чтобы я работал, передайте мне вот какой-то репозиторий, инструмент, который я смогу дернуть, передать ему вот это, и он мне вернет вот это. А ты будешь... ну продолжи. Он мне может возвращать все время нули, допустим. И это значит, что он будет работать неправильно. Но с точки зрения контракта он будет работать, он будет его удовлетворять. Как бы это же число, нули же тоже число. То есть мы не будем тестировать сам метод, что он внутри возвращает правильные данные, но что он в правильный формат данных возвращает, у нас как бы гарантия есть. И мы будем тестировать то, что если этот метод вернет правильные данные, что вот этот наш метод отработает правильно. То есть это есть юнит тестирования, когда ты тестируешь вот эти такие независимые функции маленькие. Понял. А плюс какой вот таких вариантов тестирования маленьких функций? Плюс в том, что тебе здесь не нужна база, тебе здесь не нужно думать, а как ее очищать, как ее пачкать, где вообще эти тесты прогонять. Ты их можешь в любой момент где угодно запустить, и они у тебя как бы где угодно выполнятся. Тебе не нужно никакой инфраструктуры для этого поднимать. Это один из плюсов. Второй плюс, что их легко писать. Легко же написать, что если этот метод вернул там 1.10 и 6, верни мне 60. Чем сразу же писать, что для такого, где это там было, где наш дизайн. Короче, мне было бы сейчас тяжело на трансляции написать тест для метода, который я вот здесь вызываю, и он возвращает не только этот прогресс, он возвращает еще кучу данных, и мне по сути их все надо проверить. А вместо этого ты пишешь, ты как бы такой блочок кода тестируешь, и точно уже можешь знать, что он работает правильно. Ну да, если где-то условно даже у тебя какая-то функция использует 4 разных функции разного кода, Да. ты сможешь понять, в каком именно месте что сломалось. Вот. Такой юнит, да, такие маленькие точечки, грубо говоря, кусочки, которые ты пишешь, легко прогоняешь, но при том довольно-таки эффективно они работают. Все, не отвлекаю. Что ты там дальше писал? Так, я дальше
Я себе добавил зависимость от mockgen, который генерирует как раз таки вот эти заглушки. Теперь вот здесь я добавил такой, вот здесь в файле deps, это dependencies, то есть зависимости, у меня они все прописаны, все методы, которые нужны моему сервису, который он принимает. Ты их сам писал, да? Да. И я вот для них говорю, что сгенерируй мне там с помощью библиотеки, это такой комментарий, который можно вызывать. Это редактор позволяет, ну и, по-моему, там через... Ну, короче, если вы зайдете в библиотеку, там будут примеры, как ее использовать. Но тут мы выбираем, здесь там есть куча разных флагов, которые можно передавать. Короче, это все можно изучить. А так, на элементарном примере, там go generate, такую-то библиотеку используй, что использовать в качестве источника. Чтобы сформировать mock, ему нужны какие-то вот эти вот интерфейсы. То есть он должен понимать, что он должен принимать и что он должен возвращать. А потом мы уже будем говорить, что в такой-то функции тебе должны передать такие-то аргументы, и ты должен вернуть такие-то. Но ему нужно понимать вообще хоть какое-то минимальное поведение. Ну не поведение, а контракт. Понятно, да? Да. Ну, короче, тут передаешь там флаги, что вот этот Go файл тебе в качестве... Ну, грубо говоря, mock имитирует поведение, а тебе нужно знать, чье поведение тебе имитировать. Ты же не можешь просто любое поведение имитировать, тебе нужно понимать, что там... Ты в машине должен притворяться, или ты должен, я не знаю, там, самолетом. Ну, кстати, смотри, вот хороший пример ты привел насчет машины. Возьмем опять же машину. Вот у тебя в гараже стоит машина, и ты хочешь там какую-то новую фишку сделать для машины, какой-то тюнинг. Да. Но ты не знаешь, насколько хорошо этот тюнинг будет работать у твоей машины. И, конечно же, в реальности это невозможно, но тем не менее ты как бы создаешь имитацию своей машины, то есть у тебя какая-то такая черновая вариант твоей машины будет. На ней ты пропускаешь, ну, то есть ты знаешь, что у нее есть газ, тормоз, там, мотор, туда-сюда. Это говорит о том, насколько я знаю хорошо машины. Да. Я тоже не лучше. Там цепление, вот это новое слово знаю. И вот все эти действия описал, говорит, что вот это есть все, вот это есть у машины. Но не надо мою машину мучить, давай мы на черновом варианте сцепление, газ, тормоз, все проверим вот с вот этим тюнингом. Если все нормально, то значит и у моей машины будет тоже все нормально. И получается, ты написал вот это вот, условно, там, search books, get book info, там и прочее, там газ, тормоз, не знаю, там мотор и прочее, проверь все. И он как будто бы проверяет это все на реальной машине, на самом деле проверяет на черном варианте, и говорите, да, все нормально. Или наоборот. Да, но там не хватает еще такого момента, что машина в данном случае, в случае с моками, это какой-то, наоборот, не интересующий нас момент. То есть мы не хотим эти методы использовать, проверять. Мы хотим, что если мы хотим проверять, что мы их используем, то есть, грубо говоря, как бы да, объяснить. Ну да, вот если мы хотим проверить, что машина едет, и мы говорим, что есть какая-то газ, есть там, как он внутри работает, мы не хотим проверять. Но мы хотим, что если мы нажмем, чтобы она поехала. И вот мы делаем какую-то имитацию, что, грубо говоря, когда ты нажал на газ, тебя там сзади кто-то толкает, и машина едет. И мы такие, все отлично, как бы, что-то внутри мы не проверяем. Мы проверяем, что человек... вот допустим, мы хотим проверить, что человек умеет водить. Что он знает, когда нажимать сцепление, когда нажимать газ. Но по факту там он может надеть экран, я не знаю, там, очки виртуальной реальности и думать, что он за рулем. Либо он может нажимать газ, и машину могут толкать. Нам не важно, нам важно, что он нажал газ. А какие-то внутри при этом процессы произошли, как бы не важно. Поэтому нам здесь также важно, что мы как бы вызвали этот метод. Ну, теперь более-менее понятно, по крайней мере, мне. Тяжело, да. С аналогиями тяжело, короче. Ну, короче, мы здесь написали, что вот у нас наши контракты, для которых мы хотим имитировать поведение, что сохрани их в файл mock-test, и пакет у них будет такой же. Ну, это такая, короче, системная вещь. Вот, и вот нам сгенерировал mock-test слева. Тут еще какого-то пакета не хватает, но сейчас мы его тоже скачаем.
Go get. Сейчас он перестанет подсвечивать красным. Ну давай. Там надо помощник dependency. Да. Короче, вот он сгенерил вот эти все методы. Вот наш метод add to favorites, где там count, который наш progress. Getbook. Нет, не то. Completed. Count completed list. Вот наш, как бы имитация наша. Здесь что он делает, это не важно. Главное, что он нам позволит дальше в тестовом файле имитировать наше поведение. Сейчас мы увидим как. То есть, что мы здесь делаем? Сейчас его поспоминать. Так. О, что себе пошла. Book репозиторий нам не нужно. Мы говорим, что у нас будет lesson repository behave. То есть у нас будет какое-то поле, в котором мы будем описывать поведение lesson repository. Что она будет делать? Она будет принимать... Как это там писалось, я сейчас вспомню. Здесь мы должны там создать контроллер. Это тоже такая системная вещь. Если вы будете разбираться в библиотеке, вам там это все, в принципе, объяснится в доке. Как там было, вспомнил. Контроллер. Вот, GoMock new controller. По-моему, так. Туда передаем этот тест, тоже системный там параметр. Здесь мы создаем это как раз таки моковый этот наш lesson repository, пока мы ему никакое поведение не навешиваем. Это просто общий код, который будет там каждый круг вызываться, как мы говорили. И потом мы уже говорим, что если у этого на этом кругу есть какой-то behave, то есть если для этого как его там репозитория мы сделали какой-то mock, то есть описали какое-то для него поведение, то вызови это поведение на этом нашем, грубо говоря, добавь ему это поведение. Сейчас еще раз объясню, что здесь происходит. Сначала посмотрим. Что он должен возвращать? Он должен... Сейчас, чтобы ошибки не было, пишу. По-моему, как-то так. Так это подзабываю. Не слишком часто пишу тесты, потом подзабываю. Как это все делается? Не, наоборот, он должен принимать такой параметр. Репозиторий. Вот, что здесь происходит? Еще раз. У меня такое часто бывает. Хаваш, объясни нам, что здесь происходит. Я вообще без понятия. Ну, я примерно как понимаю, у тебя неожидаемый какой-то результат пришел. Сейчас объясню. Сейчас. Но здесь не хватает параметров. Book ID и user ID. Короче, мы создали какой-то контроллер. По сути, это не важно. Его всегда надо создавать. Как бы такая системная вещь, которая нужна. Она вот так создается, как бы и нечего больше не знать. Потом мы создаем свой как раз-таки mock. То есть мы говорим, что у нас мы в качестве базы данных с уроками будем использовать наш mock, нашу имитацию поведения. Изначально у него нет никакой имитации. Он просто как бы я mock, но я ничего не умею. И мы говорим, что если мы вот здесь вот в наших объектах, где мы описываем входящие и выходящие параметры, мы описывали там want, помнишь, name, тест, это, грубо говоря, разные тесты. Каждый круг разный тест. И мы говорим, что если на очередном кругу мы в тесте хотим добавить какое-то поведение для этой базы, то есть lesson repository behave не равно nil. То есть nil это, ну значит, что он не пустое, то мы туда что-то положили. Тогда это поведение добавь, научи этот mock
себя вести так, как мы ему описали. А если пустой? А? А если пустой? А если пустой, он ничего не будет делать. Но Мгм. если мы внутри захотим, чтобы он что-то делал, а он ничему не обучен, будет ошибка. Он скажет, что ты мне не сказал, что я там должен вызваться метод вот этот countBook completed. А когда тест выполнялся, он вызвался. Что-то я типа не догоняю, что-то не так, опиши его. Вот. А дальше мы что делаем? Дальше мы создаем объект сервиса, передаем туда в качестве базы этот мог. То есть, как мы говорили, что наш сервис сказал, что мне нужен какой-то lesson репозиторий, который умеет то-то, то-то. И наш мог заявляет, что он это умеет, поэтому этот его принимает, наш сервис. И дальше вызываем метод, который мы хотим протестировать, передаем туда book ID, ID-шник книги, ID-шник юзера, который на каждом кругу мы сами задаем. И смотрим. Во-первых, мы смотрим результат, который получили, и который мы описали в want, он одинаковый или нет. Если не одинаковый, то ошибка. А во-вторых, мы говорим, что если мы хотели ошибку, потому что мы будем проверять в том числе негативный сценарий, когда мы хотим ошибку. Если мы сказали, что мы хотим ошибку, а ошибка не вернулась, тогда как бы ошибка. Мы ожидали ошибку, она не вернулась, значит это что-то не так. А зачем ты ошибки делаешь? Не надо делать ошибки. Не надо. Вот, допустим, тебе пришла человек, user ID пришел 0. Это же неправильно, значит надо кинуть ошибку. А зачем? Функция же должна работать нормально. Ты лишний раз создаешь какие-то ошибки, заставляешь свою функцию их выводить. Функция... Ты же понимаешь ответ на свой вопрос. Я все жду, когда ты уловишь. Да. Я ненавидел, искренне ненавидел, когда я только начинал вот это вот изучать там строгую типизацию, когда функция выводила вообще ошибки. Я думал, зачем? Точнее, даже не строгую типизацию, я когда на Delphi вообще работал, когда еще в школе учился. Зачем? Почему ты не работаешь так, как я хочу? И думал, типа, мне нельзя без этих ошибок обходиться. Увы, нельзя, в жизни возникают ошибки, и приходится их как-то обрабатывать. В данном случае, например, у тебя может база отвалиться, а твоя функция как бы должна быть к этому готова. И должна обработать ее так, как ты этого хочешь. Что не так, что типа база отвалилась, и ты вернул прогресс по книге 1500. Такое же тоже может быть. Если мы сейчас здесь закодируем, мы можем сказать, что если база вернула error, то верни 1500. Может быть, в каком-то случае это надо будет. Но, грубо говоря, ты должен явно описать, как обрабатывать ошибку, которая может возникнуть. Вот. И что, давай начнем уже писать сами тесты. Вот. Name будет там для начала успешное выполнение. Просто успешное выполнение. Дальше. Что у нас дальше? Book ID. То есть мы передаем какой-то ID-шник книги. Там 113. Книга будет у нас там номер 113. User ID. Там 4200, 42034. Такой-то юзер. Мы хотим для него посчитать, сколько у него прогресс вот здесь, вот где у нас там было. Мы хотим для него посчитать, сколько он прошел уже уроков, сколько всего уроков книги с ID-шником 113 и вычислить прогресс. Дальше, что мы хотим в lesson репозитории? Нам же, чтобы получить прогресс, мы сказали, надо... Вот мы пишем репозиторий. Пусть будет. Моковый репозиторий. Мы говорим, что мы ожидаем, что когда та функция будет вызываться сервера, вот это вот calculate book progress, что она вызовет у вот этого репозитория функцию countBook. Так, какой он там вызывал, я уже забыл. countBook completed lessons. Вот. Что она получит там, первый аргумент там не важно, go-mock any мы говорим тест. Первый аргумент она может получить какой угодно. Дальше, что вторым аргументом она, кстати говоря,
мы можем вот эти ID-шники вынести выше, чтобы их использовать в качестве, ну и внутри функции тоже book ID 113, ой, и user ID, вот там какой-то. Это ты сходу, да? Рандомные какие-то цифры Да, указываешь? это рандомные цифры. Нам же по сути не важно, с каким придет, мы же базу не тестируем. Мы тестируем метод, который получает их в качестве переменных, не знает ничего об их значениях, передает их дальше в базу. Нам главное, чтобы он вот это передал, допустим, чтобы мы сравнили те, которые пришли, и те, которые пойдут в этот метод. Вот это нам важно. И мы это будем сравнивать. Вот как мы это сравниваем? Для этого мы вынесли сейчас переменные. Вот мы говорим, что вот здесь вот там эти же переменные используем. И мы говорим, что вот сюда, вот в этот метод внутренний репозитория должен пойти тот же book ID, что и вот здесь у нас, который мы передаем в верхний метод. И user ID тоже тот же. А дальше мы говорим, что мы ожидаем. Не ожидаем, точнее, а что мы хотим, чтобы вернул этот метод. Это наша имитация поведения. То есть мы здесь описываем имитацию поведения. То есть он первым аргументом нам возвращает, что у нас всего сколько в книге, а вторым сколько закончено, и третьим ошибку. В данном случае мы говорим, что всего в книге у нас 100 будет, прошел он 60, и ошибка nil, то есть ошибки не будет. Все, таким образом мы задали, что когда мы вызовем наш метод подсчета, вот этот calculate book progress, передаем туда book ID и user ID такие-то, которые мы указали. Вот здесь из переменных взяли 113 и 42 тысячи. Мы проверим, что он их передаст вот здесь вот туда, в эту же функцию, базовую, точнее, функцию к базе данных он их передаст правильно. И дальше мы говорим, что вернется 100 и 60. А теперь мы говорим, что когда вернется 100 и 60, какой мы результат от функции ждем? То есть какой прогресс будет по этой книге? Какой будет прогресс? Я сейчас прострации просто. 60, то есть 60% пройдено. Вопрос такой вот. Этот вант, это ты сам решил, что это вант? Напомни мне. Ну, это не так это сгенерировали. Не так сгенерировано, но я могу написать экспект. Ну, просто принято. Генератор так пишет. Как бы, это название просто, да. Все, понял. Могу экспект написать. Ну, want как бы это понятно, типа хочу. Я хочу получить 60, когда я передал там 113, 42 тысячи, и когда нам база сказала, что по таким-то данным 100 всего уроков и 60 пройденных. И тогда я хочу... Типа стандарт именования. Да. Тогда хочу, ну да, эти принятые договоры, скажем так. Ну, не на официальном уровне, но внутри команды, допустим, мы так делаем, и генератор так делает. Если генератор так делает, нет смысла как бы переделывать особо. Иначе там другой человек, когда сгенерирует, у него опять будет want, и он будет вручную переделывать. Короче, легче использовать генератор. Вот, все, мы описали один кейс, что если нам пришел book ID такой-то, user ID такой-то. Сейчас приду. Давай. Теперь запускаем. Запускаем наш тест. Все, видим, что все выполнилось успешно, что действительно, когда нам база вернет, что всего в книг 100 и пройдено 60, что она нам вернет прогресс 60 и не вернет ошибку. Но это как бы примитивный такой кейс. Так, сейчас посмотрим, вопросы там есть какие-нибудь. Мы можем возвращать ошибки, которые будут валиться в момент бизнес-валидации, и в тестах можем это проверить. Да, это, наверное, к тому обсуждению, зачем ошибки. Да. Чуть расширю понимание авторизации тестирования хендла. Так, это первый, самый такой примитивный сценарий. Теперь мы можем написать поинтереснее, как мы обсуждали. Я еще сейчас не с Хавашем разговариваю, а со зрителем, потому что я помню, что Хаваш отошел. Теперь можем рассмотреть база вернула ошибку. Мы понимаем, что мы точнее так написали функцию, что если база вернула ошибку, вот error не равно nil, что мы хотим нулевой
прогресс и возвращаем саму ошибку. То есть мы здесь никак по-особенному ее не обрабатываем, мы просто ее дальше прокидываем. Мы не говорим, что если там база вернула ошибку, что верни такой дефолтный прогресс по книге там 50. Это как бы будет невалидно с точки зрения пользователя. Он там прошел, он знает, что он прошел 10 уроков, а ему говорят, что ты уже 50% прошел только из-за того, что база упала. Так как бы делать не стоит, лучше мы ему либо вообще не покажем прогресс, если мы не можем показать, либо там скажем там, что возникло там что-то пошло не так, возникла ошибка, еще что-то. Так, здесь Хаваш пишет, что ему срочно нужно уехать, но мы дальше продолжим, иншалла. Так, что я говорил? Да, и тут мы решили, что мы просто будем прокидывать дальше ошибку. А там выше, возможно, просто не будем показывать прогресс по этой книге. Поэтому что мы пишем, какой мы тест пишем? Мы пишем, что если мы пошли в базу, вот опять же, передаем те же book ID, те же user ID, нам по сути не важно, какие нам данные пришли. Мы здесь с ними особо не работаем. То есть нам главное проверить, чтобы опять же передалось туда же, на своих местах эти айдишники. Дальше нам база вернула по нулям все и вернула какую-то ошибку. Errors new там, то есть там какую-то ошибку база не работает. Теперь, что мы хотим в таком случае получить? Мы хотим получить 0, и мы хотим, хотим ли мы ошибку? Да. У нас есть еще возможность проверять саму ошибку, была бы, то есть мы могли бы здесь описывать, какую именно ошибку мы хотим тогда получить, и дублировать, что база не работает, если мы ее прокидываем. Но здесь как бы без этого. Здесь мы просто говорим, что если база вернула ошибку, вот здесь вот этот метод, то мы хотим получить ошибку. Так, меня тут в Телеграме учит, сейчас, секунду. Да, и мы говорим, что мы, да, хотим получить ошибку. Проверяем. Это очередной сценарий тестовый. Теперь, допустим, как нам мог бы помочь этот сценарий, если бы мы здесь не обработали бы ошибку? И вот так вот. Допустим, мы такие сказали, с базы пришла ошибка, но неважно. Или там забыли ее. Написали там if error не равно nil, забыли return написать. И дальше пошли считать прогресс. То есть нам по сути прогресс не вернулся здесь по нулям. А мы пошли дальше считать прогресс и возвращали бы прогресс нулевой. И если бы у нас не было теста, мы могли бы это не заметить. Сейчас у нас есть тест, мы его запустим. И поймем, что мы поймем, сейчас увидим. И он нам говорит, нет. Он говорит, ты хотел ошибку. Если база вернула ошибку, ты говорил, что ты хочешь, чтобы твой основной метод вернул ошибку. Но тебе она не вернулась, она у тебя nil. То есть сам основной метод, который мы тестируем, напомню, мы тестируем метод подсчета прогресса. Не базу, а подсчета прогресса. И вот метод подсчета прогресса не вернул нам ошибку, при том, что база вернула. И мы это отловили через тест. Поэтому мы можем пойти сразу же сам метод. Такие, а мы здесь return не написали. Давайте напишем return. И это на самом деле все реальный случай. Не то, что забыл мне return написать, но если бы там время побольше было, не хочу сейчас затягивать, но, допустим, вот здесь вот проверка. Мы получаем урок пользователя, а это ссылочный тип. И если мы вот эту проверку, у нас ее не было изначально, но если бы, и мы в итоге в проде нашли как бы ошибку. А если бы мы написали бы тесты, что если база не вернула нам user lessons, тогда здесь делай return и кидай ошибку, то мы вот здесь вот не обратились бы к этой структуре, и не была бы там паника, не была бы ошибка на проде. Поэтому мы бы вот уже на этапе разработки обнаружили бы, что мы здесь не проверяем, что у нас user lessons, урок пользователя пустой, и добавили бы вот эту проверку. А в итоге мы ее добавили только после того, как мы обнаружили ошибку уже в работающей программе. Так,
Какие еще можно тесты написать? Это мы поправили. База вернула ошибку. А если читать не по количеству книг, а по количеству страниц? Книги же могут быть разных объемов. На самом деле у нас приложение про аудиокниги, и мы считаем не по количеству книг, мы считаем по количеству... это прогресс, короче, не общий пользователь, это прогресс, сейчас я покажу, может быть, попозже присоединился. Это прогресс по конкретной книге. Мы там получаем book ID. Где он у нас? Вот, то есть мы считаем прогресс не общий прогресс человека там, по всем книгам, а прогресс по конкретной книге. То есть мы смотрим, сколько в этой книге уроков, а урок это аудиозапись. Мы их так называем, уроки. То есть какая-то аудиозапись, она... Тут, кстати, да, тут хороший момент, что количество уроков, уроки могут быть разные, да, вот тут, кстати, ты хороший момент посвятил, что уроки могут быть разные, если он прошел там урок час, а у него остался урок 1 минута и всего 2, то мы скажем book progress 50%. Это хороший момент, тут, скорее всего, да, нужно действительно считать по общей длительности всей книги и длительность пройденных уроков, кстати. Джазакаллаху хайран, что посвятил этот момент, мы это переделаем. Тут действительно, да, уроки могут быть разной длины, и мы это не учитываем, мы смотрим просто по количеству уроков. Это мы, иншаллах, поправим, точнее переделаем. Но сейчас считается так, да, мы смотрим количество всего уроков в книге и количество пройденных. Так, что там еще по вопросам сейчас? Лайк. Так, что мы еще по тестам, какие еще сценарии? Ну, в принципе, как бы, если мы можем посмотреть на саму функцию, что если вернулась ошибка, мы проверили, что ошибки нет. Что если вернулся там... Мы можем еще проверить, в какую сторону округляется. Что если уроков 11, пройдено там 6, я даже не знаю, сколько там будет, сколько там процентов. Если, ну, допустим, если уроков 10, а пройдено 6, это 60%, это ровно. Короче, можно проверить. По-моему, мы хотели округлять в нижнюю сторону. Мы еще хотели проверить, сколько, если там уроков больше, чем завершенных уроков. Точнее, завершенных больше, чем всего. Вот давайте проверим. Завершенных больше, чем... То есть вот нам база там вернула, что в книге 100 уроков, а завершенных 110. Допустим, у нас там с данными что-то не так, как-то случайно они задублировались, и мы думаем в базе, что у нас 110 завершенных, хотя в книге всего 100. Тогда ошибку мы не хотим, мы, скорее всего, хотим 100, чтобы он нам сказал, что у нас... Чтобы он нам сказал, что у нас прогресс 100, то есть вся книга пройдена, несмотря на то, что уроков больше. Мы как бы не хотим пользователя грузить тем, что у нас данные неправильные, но просто сказать, что да, ты прошел больше, чем... Ну да, ты прошел всю книгу. А сейчас нет. Сейчас нам возвращается 110 прогресс. То есть вот мы уже нашли с помощью тестов ошибку, что у человека вот здесь будет прогресс по книге, если данные неправильные, то прогресс по книге будет 110. Где там? 110 это как бы ненормально, он сразу возникнут вопрос у людей, что типа вот у вас там ошибка, 110 прогресс, как такое может быть? Мы не хотим это доводить. Поэтому можем здесь вкрутить проверку, что там например, if там finished lessons больше all lessons amount, то верни 100. Верни 100 пользователю. Ну и по-хорошему, конечно, залогировать. То есть мы здесь даже подсчитывать не будем, мы скажем, что он завершил. То есть у него количество пройденных больше, чем всего книг. Мы скажем, что он завершил всю книгу, а сами себе здесь где-нибудь залогируем ошибку, что
finished lessons больше, чем more than lessons amount. И по-хорошему book ID укажем, чтобы мы потом могли отдебажить и найти, что это за пользователь такой, у которого такие странные данные. И user ID. То есть мы у себя в логах увидим, что что-то не пошло не так, но пользователю об этом не сообщим, пользователю вернем 100, он не заметит, что у нас ошибка в данных, но, короче, мы не будем его грузить, а сами у себя увидим, что есть такая ошибка, и будем с ней разбираться. Но сейчас пока логировать не будем, потому что у нас тесты упадут. Сейчас вот у нас до этого тест упал, когда мы сказали, что если вернется 110 завершенных на 100, мы хотим получить 100, у нас тест упал, потому что возвращалось 110. А сейчас тест прошел, потому что мы исправили поведение кода, теперь у нас возвращается 100. Вот так через тест и находятся как раз баги. Какой еще можно кейс проверить? Да, в принципе, я думаю, все, не затягивая эфир. В целом рассмотрели и написание тестов, и моки, как и планировали. Сейчас посмотрю еще. Если есть, кстати, вопросы, можете писать. Так, немного подожду. А если нет, уже будем, иншаллах, завершать трансляцию. Так. Ну, до 19:10 подожду пару минут, если кто-то надумает что-то спросить. Интеграционный тест тоже можно ли делать по шаблону? Вот с интеграционными нет. Я, по крайней мере, не встречал, чтобы генератор, который генерит интеграционные тесты. Мне это немного сложно представить. Ну и тут еще смотрю, что имеете в виду под интеграционными, если это полностью поднимать сервак и как будто извне его дергать. Это одно. Если там просто включая базу, кстати, у нас, по-моему, немного отстает трансляция, видимо. Если включая базу, просто вот то, что мы писали функции, плюс работающая база, это другое. Но там тоже надо мучиться с тем, как эту базу очищать потом от этих данных, где прогонять. Короче, мне кажется, тяжело какие-то генераторы для интеграционных тестов написать было бы. Поэтому, мы, по крайней мере, пишем свои обертки, свои тесты. Анзор, я очень советую погрузиться, как я в начале эфира говорил, что, если я не ошибаюсь, это Анзор же, Энзо ведешь, а может быть ошибаюсь, что полезно в это погрузиться. Это, во-первых, не сложно, вот именно юнит-тесты с помощью этих генераторов, и в целом Go это очень хорошо поддержан, это инструмент тестирования. В это легко погрузиться, немного пописать, а потом уже, как минимум, мне кажется, будет хороший плюс в резюме, что, во-первых, что ты в принципе в этом разбирался, во-вторых, что там Go сейчас набирает обороты, если там, вот, допустим, если нам сейчас в команду пришел тестировщик, если он сможет эти юниты за нас списать, или интеграционные, допустим, то это уже и нам хорошая разгрузка, и ему хороший опыт, поэтому советую очень, уделить время, если есть такая возможность. Ну и как минимум, это просто интересно.
интереснее, чем просто вручную все это тыкать. Так, ну ладно, я думаю, тогда уже можно завершать. 19:11. Джазакум Аллаху хайран. Аллах Холм Маснен, кто подключился, кто посмотрит. Надеюсь, было полезно. Субханак Аллаху бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.